Таджикистан готовится принимать беженцев. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, для кого наша страна станет новым домом. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Казахстан передал таджикской стороне гуманитарную помощь в 10 жилых вахтовых контейнеров. Контейнеры будут переданы афганским беженцам, находящимся в Таджикистане. Официальная передача гуманитарной помощи состоялась 6 мая. В ней приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туриханов, заместитель директора агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан Сахибджон Зиеддулоев и другие представители данных ведомств. Валихан Туриханов напомнил, что дипломатические отношения между двумя республиками были установлены 7 января 1993 года. Договор на правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 80 документов. Братский Таджикистан – надежный друг и союзник Казахстана. Отношения стратегического сотрудничества и взаимодействия между странами основаны на дружбе и добрососедстве, динамично развиваются и укрепляются в том числе и в гуманитарном измерении, сказал он. В свою очередь Сахибджон Зиеддулоев выразил признательность и отметил, что таджикская сторона высоко ценит помощь, оказанную правительством Казахстана. Как известно, события прошлого года в соседнем Афганистане стали причиной того, что тысячи граждан этой страны были вынуждены стать беженцами. Немалое их количество прибыли и в нашу республику. Таджикистан принимает все меры для их обустройства, и помощь братского Казахстана в виде жилых контейнеров способствует улучшению условий проживания афганцев в местах их размещения, сказал Зиеддулоев. Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану, общий объем которой с 2006 года составил более 45 миллионов долларов в денежном эквиваленте. В частности, в ходе официального визита президента Республики Казахстан в Таджикистан в мае прошлого года была достигнута договоренность о предоставлении таджикской стороне очередной гуманитарной помощи для пополнения продовольственных запасов на фоне кризисной ситуации, вызванной последствиями пандемии коронавирусной инфекции. По итогам данного соглашения в июне в Таджикистан было доставлено 10 тысяч тонн муки на общую сумму 1 миллиард 285 миллионов тенге или 3 миллиона 669 тысяч долларов. В апреле в Нур-Султане было достигнуто соглашение между правительствами двух стран об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Документ был принят в рамках реализации поручения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и по итогам его встречи с главой Таджикистана Имомали Рахмоном в 2020 году. А как вы относитесь к тому, что у нас будут размещаться беженцы, и к тому, что нам с этим помогают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также Международный институт по гуманитарным вопросам короля Абдуллох ибн Абдулазиза Саудовской Аравии ввел в эксплуатацию мобильные медицинские клиники в Таджикистане в рамках благотворительной программы «Фаили Хайр». В церемонии открытия передвижной медицинской клиники в Кулябе принимали участие заместитель премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатарион, посол Саудовской Аравии в Республике Таджикистан Валид ибн Абдурахмон ар-Ришаидон, министр здравоохранения и социальной защиты населения, мэр города Куляба, директор программы Фаили Хайр, доктор Мухаммад Самсим, глава регионального офиса Исламского банка развития и другие официальные лица и жители города Куляба. Вице-премьер и делегация знакомились с оснащением передвижной медицинской клиники, в которую входят 5 специализированных медпунктов, прицепы и автомобили скорой помощи. В своем выступлении на церемонии открытия вице-премьер-министр поздравила собравшихся с этим событием и от своего имени и от имени всего народа Таджикистана выразила признательность Институту короля Абдуллы и другим организациям, участвующим в этом проекте. Сектора мобильных медицинских клиник в Таджикистане являются одним из достижений программы Фаили Хайр, благотворительной программы короля Абдуллы ибн Абдулазиза Аль-Сауда, которая реализуется в сотрудничестве с Исламским банком развития. В рамках данного проекта 4 области Республики Таджикистан будут обеспечены 5 мобильными клиниками первичной и вторичной медицинской помощи, диагностикой, хирургией и рентгенологией, обучением медицинских кадров, повышением качества услуг, оказываемых более чем 70 тысяч человек в Республике Таджикистан в 5-летний период. На реализацию проекта выделено 18 миллионов долларов, добавил Абдулазиз Аль-Джинфови. А как вы относитесь к такой гуманитарной помощи и видели ли вы такие клиники? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.